Достар, мультфильмimiz sonuna yetті ve birkaç yayınımızın yaxşı adetlері бар. Olardan biri stüdyamızda misafirlerini karşılamaktır ve tamam bu adetimizi şimdi endi amelge çevirili aytsam da olur. Stüdyamızda misafir dostlar ve biz mühim mevzu hakkında laf edeceğiz. Şimdi herkesine dikkatli olmağa çağıram çünkü gerçekten de gerekli bir şey. Dostlar, bana elektron vesikalar ve kağıtta yazılgan vesikalar, onlar arasında nasıl bir farkları var ve onlar nasıl bir yuridistik gücünü taşıyorlar. Bana bu elektron vesikalar, bu vakta biz misafirimizden laf edeceğiz. Şunun için şimdi Mavili'ye onu takdim etti. Siz sibetimizge buyurunuz. Elbette de Fatime aytkanı gibi şimdi ciddi böyle bir suallerini aydınlatacağımız. Şimdi bizim stüdyamızda Kırım Cumhuriyeti'nin Ahmediyet Notarial Okrugu'nun notariusu Надежда Исаева bulunmakta. Selamünaleyküm. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Мне тоже очень приятно опять находиться в этой студии. Как началось ваше утро? С чашечки кофе и хорошего настроения. Так, как должно начинаться, думаю, у каждого человека, самое главное, с хорошим настроением. Надежда, сегодня мы вас пригласили поговорить на такую очень серьезную и важную, актуальную тему, особенно для современного времени, учитывая, что сейчас очень все активно пользуются интернетом, электронными документами. Какая равнозначность электронных документов и документов, которые на бумаге, написаны на бумаге? Ну, вы действительно правы, потому что на сегодняшний день с развитием технологий, с развитием интернета, электронного общения, электронного документооборота стала необходимость именно вот развивать такое понятие, как электронный документ. И вот уже почти 2 года нотариусы удостоверяют равнозначность электронного документа бумажному, на бумажном носителе и наоборот. И по сути, после того, как нотариус удостоверяет такую равнозначность, такую тождественность или идентичность, документ, который будет сформирован в электронном виде, будет приравнен к документу на бумажном носителе и будет иметь ту же самую юридическую силу. И точно так же наоборот, когда нотариус получает электронный образ документа, подписанный квалифицированной подписью, точно так же он удостоверяет то, что бумажный документ, который он сделал, соответствует полученному им электронному документу. Как это происходит? Ну вот, к примеру, например, я, к примеру, удостоверила доверенность, а человек желает сделать электронный образ и потом в дальнейшем куда-то ее передать там, или там для проведения каких-то регистрационных действий. Я делаю скан-образ, то есть делаю электронный образ этого документа, проставляю удостоверительную надпись и подписываю это своей квалифицированной электронной подписью. После чего отдаю этот электронный файл, то есть электронный документ, непосредственно лицу, которое ко мне обратилось. И наоборот, если мне поступает электронный документ, я в первую очередь должна проверить принадлежность подписи, электронной подписи. То есть серверы, которые позволяют это все проверить. Тот же CryptoPro или же сайт госуслуг, который позволяет проверить действительно, что подпись принадлежит тому человеку, кто подписал. После чего я это все распечатываю, опять проставляю удостоверительную надпись, подписываю и ставлю печать. Вот, в принципе, вот такой вот порядок, как это все делается, чтобы было, знаете, удобнее людям, что ли. А вы можете привести несколько примеров, в каких случаях нам вот понадобится именно такой документ, на который на бумаге, перевести в электронный? Вы знаете, как бы сейчас все чаще и чаще люди сталкиваются с проблемами, когда документ, ну, будь то доверенность или согласие на покупку, необходимо вот прям сиюминутно, но в другом месте.
и передавать почтой, курьерской службой доставки, там, не знаю, самолетом, через знакомых. Все это, ну, затрудняется ввиду того, что это все время тратится, есть риск потери этого документа, да, утраты его. Все сейчас можно сделать проще. Можно обратиться к нотариусу, можно сделать вот электронный образ этого документа, да. Нотариус подписывает ее, передает тому, кому необходимо, либо же передает непосредственно заявителю этот уже электронный образ. Когда адресат получает электронный образ, он идет опять к нотариусу и делает обратный путь. То есть делает равнозначность этого электронного документа и переводит его на бумажный носитель. То есть юридическая сила вот этого документа равна первоначальному. То есть очень часто, когда доверенности, согласия нужны где-то далеко, это на сегодняшний момент самый идеальный выход, потому что в рамках России документы могут находиться за тысячи километров, и ждать, пока они в оригинале приедут, грубо говоря, в пункт назначения, очень долго. Очень долго, поэтому на сегодняшний момент обратиться к нотариусу – это самый лучший способ избавиться от какой-то проблемы. А активно ли пользуются вообще крымчане такой возможностью? Переводят ли документы в электронный вид, да? Да. Люди пользуются, люди узнают, что это такое, люди понимают, насколько это удобно и именно в использовании, потому что такое действие совершают, конечно, в большей степени для того, чтобы подавать в электронной форме на кадастровый учет документы, да, с недвижимостью, на регистрацию права собственности. То есть людям выгодно это делать сейчас, потому что это упрощает им жизнь, уменьшает, знаете, вот это вот время затратность на простой где-то в очередях, или вот просто-напросто экономит людям время. То есть на сегодняшний момент это все более и более, знаете, приобретает какую-то популярность, что ли. А все ли документы можно перевести в электронный вид и вот так заверить нотариально? Ну, на самом деле можно сделать все нотариальные документы, которые вышли от нотариуса, за исключением сделок в простой письменной форме и за исключением документов, удостоверяющих личность. То есть нельзя сделать тождественность паспорта, удостоверения там, моряка, к примеру, да, то есть заграничного паспорта. То есть такие документы не подлежат удостоверению. Вот. А вот хотелось бы спросить, старшее поколение, вот, пользуется ли этим, такой услугой? Старшее поколение скорее всего, реже, да, чем молодежь? да, точно так же, как и это молодое нотариальное действие, больше к нему склонны обращаться за совершением этого действия, склонны обращаться именно молодежь. Потому что все прекрасно понимают, что это быстрее, это проще, и легче всего обратиться к нотариусу, удостоверить этот документ в электронную форму или наоборот перевести, и спокойно себе продолжать жить, радоваться, то есть не забивая свою голову, где же мне найти время, там, чтобы в очереди постоять или еще что-нибудь, или где мне найти время, чтобы передать этот документ, как его передать. Вот. Поэтому старое поколение, оно, знаете, оно как по старинке, да, то есть дайте мне бумагу, да, с печатью, то есть я не понимаю, что такое электронный образ, я не понимаю, что такое электронная подпись. То есть, может быть, это связано с тем, что люди просто-напросто не знают, что это за действие. То есть если молодежь, она более развита и подкована в плане, следят за всеми новеллами законодательства, изучают это все, то есть им это интересно. А старому поколению как-то уже
немножко, видно, Да. видимо, сложно донести это и сложно понять. Да, но я надеюсь, что нас сейчас смотрят телезрители, которые понимают именно удобность и практичность этой функции и будут обязательно ею пользоваться. Надежда, вот сейчас в современном мире нотариус играет очень важную роль, поскольку действительно большое количество документов, и, к сожалению, многие пренебрегают, да, вот услугами нотариуса, могут попасть в какие-то неудобные ситуации, даже стать нарушителями закона, сами того не зная. По вашему мнению, насколько важно пользоваться услугами нотариуса, заверять документы правильно и согласно закону? В первую очередь, я считаю, что нотариус проверяет документы, проверяет, делает правовую экспертизу этих документов. Нотариус может дать консультацию, как быть в той или иной ситуации, то есть правильно поступить, чтобы привести документы в порядок. То есть лучше сходить лишний раз к нотариусу на консультацию, чем самостоятельно заниматься какой-то Какими-то махинациями. какими-то скажем так. махинациями, да, и ерундой. Поэтому труда это не составит. Нотариусы всегда готовы помочь людям, и мы это делаем. И очень много у нас людей уходят от нас довольными, а потом еще и возвращаются, потому что мы им понравились. Вот. Поэтому лучше сходить к нотариусу. Я думаю, вы сказали, нам понравились, когда помогают, всегда нравится. Я думаю, именно Да, поэтому они и да, возвращаются. Надежда Ханум, спасибо, что раскрыли для нас сегодня такую интересную тему, полезную, самое главное. И в конце нашей беседы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, не просто как юрист, а как крымчанка, возможно? Какие пожелания у вас? Ой, радоваться, что мы живем в Крыму, потому что это уникальнейшее место. Хорошего настроения, Да. главное, так же, как Да. просыпаться, так же и Да. проводить день. Спасибо вам за ваши компетентные ответы. Рады будем видеть вас в гостях снова с новой, интересной и актуальной темой. Спасибо большое. Biz ise böyle bir canlı efirimizni devam etmektemiz ve gene de bizim stüdyamızda yanı da meraklı misafirler bulunacaklar. Men bilesem bizim böyle bir subyetimiz kızgın, meraklı, en evvela faydalı olacak deb düşünüyorum ve böyle bir sırçıkla açmak istedim ki növbetdeki bizim misafirimiz bu hayri işlerden uğraşkan insan olacak ve elbette de hayri işini yapmak için insan böyle bir anlı böyle adımlarını yapmak gerek deb düşünüyorum. Şunun için hayri işlerini yapınız. Böyle beraberlikte ve elbette de bu sizge Allah'dan qaytır. Достар, шымды біздің мұсафырымызбен весиқалар ақында алып көрсеттік. Егер де сіз афсуски субъектімізді қачырдыңыз, оны интернетте тапа білесіңіз. Саба яйыны девам етмеге ашыққа ве сізлер үшін небеттегі рубрикамыз «Біз іле олыңыз».